Певец-исполнитель Тохтобек Асаналиев, известный своими песнями как «Богачын сенин болойн» и «Атбашим», преподает в музыкальной школе столицы. Он уверен, что уровень деятелей культуры упал и отмечает острую необходимость разобраться в этой сфере. Нужно уже государству вмешаться в этот процесс, потому что в последнее время появились много таких, кто вовсе не соответствует этому статусу. Государству нужно выдать каждому певцу лицензию. Это требование времени. Таким способом мы избавимся от таких непорядочных артистов, которые подделывают свои голоса посредством различных компьютерных программ. Сегодня в обществе бурно обсуждается высказывание главы Минкультуры Нурджигита Кадырбекова о певцах. Ранее он выступил с заявлением о том, что те, кто не участвует на государственных мероприятиях, должны быть наказаны. Я стал свидетелем того, когда приглашаешь артистов на государственное мероприятие, то они начинают, мол, у них свадьба и так далее. Это очень прискорбно. Если такое будет повторяться, то необходимо принимать меры. Многие представители шоу-бизнеса недовольны заявлением министра. Некоторые певцы даже предложили принять меры против чиновников, которые прячут несколько процентов случайных гонораров в своих левых карманах. Я не могу понять, каким образом они собираются наказывать. К сравнению в других странах, если певца пригласили для участия в государственном мероприятии, то ему платят за это. А у нас, получается, хотят наказывать. Нелогично получается. Однако некоторые артисты считают заявление министра правильным, потому что вклад Министерства культуры огромен в поднятие уровня страны. Они уверены, что если мы и дальше будем говорить, что государство мне не платит, не будем развиваться. Обидно то, что отдельные представители шоу-бизнеса, забыв о других ценностях, гоняются исключительно за деньгами. Я, например, всегда стараюсь участвовать на таких мероприятиях. Для меня это большая ответственность, потому что я, как гражданин и патриот своей страны, обязан не пропускать подобные мероприятия, организованные со стороны государства. Мы должны постоянно вносить свою лепту в развитие страны совместными усилиями. Отметим, сегодня Министерство культуры, информации и туризма считается одним из самых малофинансируемых органов. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.